Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Тема сегодняшней цыпочки звучит так. Судьбоносные события этого лета. Что ждет? Что произойдет? Как это повлияет на вас, на вашу жизнь? И если тема интересна, пожалуйста, присоединяйтесь и загадайте на себя. Назовите свое имя мысленно, либо вслух. Задайте свой вопрос. Какие судьбоносные события произойдут в моей жизни со мной этим летом? Что меня ждет? Как это повлияет на мою жизнь, на мою судьбу? Я надеюсь, вы все настроились. Убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, интересно. Очень много птичек у вас выходит. Птички — это новости, это разговоры, это сообщения, это предложения. Птички все вышли красивые и летящие в вашу сторону, не от вас. К вам летят птички. Значит, все, что будет происходить, будет вам во благо. Вся информация, новости, предложения, сообщения, все будет нести очень серьезный такой позитивный заряд. Плюс последствия, последствия будут тоже очень приятными для вас. Есть одна птичка, которая меня немножечко смущает с левой стороны. Птичка немножечко такая, знаете, в повороте у нас тут получилось. Но это говорит о том, что то, что вас тревожит, может быть, что-то вас растревожит, либо уже растревожило, все-таки мимо пройдет. Может, переживаете вы, что-то поменяется, боитесь, что какие-то нехорошие новости придут. Нет, мимо вас обойдут эти новости. То есть на вас это не будет никаким образом влиять. Так, мои хорошие, мне очень нравится, что у вас летом будет какая-то очень серьезная ситуация, связана с высшей справедливостью. У нас тут кантер получается. Правда, по левой стороне, но чаша перевешивает к вам. То есть у меня, видите, вот на этом кантере человечек стоит с вашей стороны. То есть вы перевесите. Значит, кто у меня с проблемами, связанными с судами, с какими-то выяснениями, терками, драками, претензиями и прочее, справедливость будет на вашей стороне. Как высших сил, так и мирская справедливость. То есть суды, законы и все это будет на вашей стороне. Бояться вам не надо. Что нужно делать? Это поменьше доверять людям на слово. Потому что могут все-таки где-то вас, не то чтобы обмануть, скорее как подвести. Человек может там пообещать, наговорить 3 короба, а потом просто возьмет, пропадет, либо, знаете, как говорят, отморозится. Вот. Чтобы не попасть в такую ситуацию, не переживать по этому поводу. Лучше изначально старайтесь не особо доверять людям на слово и иметь как минимум 2 запасных варианта на случай, если вас подведут, либо что-то где-то у кого-то не получится. Дальше, мои хорошие, кто у меня тут думал разводиться? Есть у кого-то мысли, либо уже люди в процессе. Летом этого не случится, вы не разведетесь. Здесь будет какая-то пауза, здесь люди возьмут время на подумать. И даже не потому, что вы не хотите, либо ваш партнер не хочет, а здесь высшие силы будут тормозить этот процесс для того, чтобы у вас, где-то, знаете, я сейчас скажу, ближе, наверное, к концу лета у вас какая-то идет общая ситуация, где вы будете прям сближаться, сходиться, и у вас будет шанс еще раз попробовать. Возможно, и не будет этого развода, не будет этих всех расходов, разбегов. Для тех, кто уже не вместе,
не вместе, но по каким-то вот обстоятельствам, причинам периодически встречаются, у вас также вот в конце лета будет момент, когда у вас получится, либо у вас появится возможность снова с этим человечком войти в контакт, возможно, даже договориться, помириться и восстановиться. Если у мужчины есть другая женщина, и он там всецело пропадает с той другой женщиной, а вы себя чувствуете, ну, скажем так, да, мягко скажем, не камильфо, то вот как раз-таки конец лета, у них там будет Содом и Гоморра, там будут страшные события происходить между ними, молнии будут лететь во все стороны. Ну и как для вас получается, это как возможность, да, возможность примириться с этим человеком, потому что там он разойдется, они разойдутся, вернее. Вот, ну, рассчитывайте на это, если вы хотите этого человека обратно, либо хотите, чтобы был с вами рядом. И если же не хотите, но все равно я вижу, что вы все равно как-то будете общаться. Общение все-таки будет происходить. Дальше, мои хорошие, те, кто у меня тут пытается встретиться, да никак не получается. Есть такие люди, вот не получается либо встретиться, либо съехаться, либо пожениться, либо вместе проживать на одной общей территории. Это не получается и все. Вы друг друга, конечно же, любите, тут без вариантов, без вопросов. Оба тянетесь друг к другу. Это 100%, абсолютно взаимные чувства, мысли, ощущения и желания. Абсолютно идентичные, понимаете? Даже и не сомневайтесь. Вот не получается и все. Да, вот все время какие-то препятствия, то одно, то другое. И вроде как один вопрос решили, тут опа, новый вопрос появился, либо новая проблема, новый барьер. Ну, как не пускает. Да? Многие вот могут задуматься, может быть, это знак судьбы, может, и не надо нам быть вместе, может быть, судьба как бы против нас. Это не так, судьба не против вас, судьба даже очень за вас, за то, чтобы вы были вместе. Здесь вот у кого-то отыграются как негативчик такой легкий есть, ну, связан с завистью, скорее всего, глаз, зависть, что-то такое темненькое. И вот оно постоянно, знаете, как наперед выпрыгивает, и вам в этом мешает. Я бы, конечно, посоветовала почиститься, почистить вас, почистить вашего любимого человека, чтобы убрать эти преграды. Плюс вы должны понимать, вы все равно сойдетесь, вы все равно будете вместе. Лето еще туда-сюда не у всех получится, а вот осень, именно осенью вы сойдетесь, именно осенью у вас все будет замечательно. Стоит потерпеть, стоит подождать. Я понимаю, что для любящих сердец ожидание — это болька, это переживание, это тоска, это хандра. Но потерпите, мои хорошие, потерпите. Здесь ну, действительно нужно подождать. Нет какого-то легкого решения и нет короткого пути к тому, чтобы быть вместе. А вот осенью все у вас замечательно, все получится, все сложится. Дальше, мои милые, кому-то предстоит этим летом очень много поездки, путешествия. Может быть, поедете на отдых, может быть, будете еще какие-то места интересные посещать, каких-то знакомых, родственников. Покатаетесь, либо кто по миру покатается, кто покатается по своей стране. Много дорожек у вас вышло, и короткие, и дальние. Дорожки все открытые, дорожки все чистые, без каких-то особых там тяжелых случаев, да, либо каких-то критических ситуаций. Нет, все замечательно. Кто переживает, что не получается, либо вы думаете, что ой, а наверное в этом году у меня не получится там на отдыхе побывать. Нет, вы ошибаетесь, у вас будет отдых. Вот кто зашел на эту отсыпку, я вижу, что вы будете отдыхать, причем ну, достаточно такой продолжительный срок, вернее так сказать, достаточный срок для того, чтобы именно переключиться, отдохнуть, выдохнуть, да, вот как избавиться от каких-то тягостных мыслей, от переживаний, от усталости. Отдых будет. Вот кто зашел на отсыпку, мужчина, женщина, отдых у вас 100% этим летом будет. И отдых идет такой прям, знаете, восстанавливающий, успокаивающий и наполняющий. То есть хорошенечко отдохнете, даже и не переживайте, не думайте. У кого-то вы уже запланировали, это произойдет, а у кого-то будет спонтанным образом. Да, подвернется под руку там хорошее предложение, там горячая путевочка, либо какие-нибудь там друзья, там родственнички объявятся, позовут вас в хорошее место пожить, отдохнуть. То есть все будет и будет замечательно. Дальше, мои хорошие.
Здесь у вас по правой стороне вышел Скорпион, но Скорпион именно в таком положении, он указывает все-таки на мудрость и, как бы вам это сказать, да, мудрость в разговорах, либо в принятии каких-то решений для того, чтобы за себя побороться, либо себя показать. У кого есть неприятели, у кого есть какие-то соперники, может быть, конкуренты, люди, которые вам, ну, скажем так, палки в колеса вставляют, да, там, мешают всячески. Вы этих людей победите однозначно. Но победите вы их не, скажем так, не в чисто поле в бою, а именно интеллектуальным образом. Вот прям интеллектом, да, вы будете принимать какие-то решения, либо какие-то аргументы у вас пойдут такие прям хлесткие, жесткие, что ваши противники, что ваши недоброжелатели, соперники, но они как, ну, пустое место, да, по сравнению с вами. Вот, нечем будет крыть. И ну, что они смогут сделать? Просто развернуться и исчезнуть из вашей жизни, да, сойти с вашего жизненного пути. Я, по крайней мере, вижу 2 человека, кто вот так позорным образом от вас убегает. Будут бежать, да, бежать в прямом смысле слова. Кстати, это не только про соперников, да, есть люди, которые, в принципе, вам, может, по жизни мешают, может, как-то вас там донимают, блокируют, либо над вами там как-то давлеют. Ну вот, пожалуйста, исход, 2 человека исходят с вашего жизненного пути. Те, кто вам особо мешал в вашем продвижении, в вашем развитии, в вашем становлении. Не будет этих людей. До свидания. Дальше, мои хорошие, кому-то вот по судьбе переезд. Вот действительно переезд как в новую жизнь. Прям новое идет. Это не для всех, сразу говорю, не для всех. Далеко будете ехать, далеко, как-то вот прям по расстоянию, и у вас очень большой страх. Он и уже присутствует, да, кто уже готовится к переезду, кто будет готовиться, вот страх, да, все начать сначала. Будут сомнения, будут переживания. Я вам сразу скажу, поймите, для чего вы это делаете. Сосредоточьтесь на этой причине. Ничего не бойтесь. Вам это по судьбе. Вы должны переехать. Там, где вы находитесь сейчас, ничего хорошего вас не ждет. Вот поверьте, ничего. И я вам даже больше скажу. Вы уедете, и там в считанные дни, вот в том месте, где вы жили, что-то произойдет нехорошее. Это может быть как, ну, я не знаю, там, да, природное явление. Это может быть там экономический какой-то коллапс, да, что-то будет происходить. То есть вы, только лишь уехав, оцените всю пользу своего переезда. Вот такая информация. Так что не думайте, не бойтесь, вам уже все приготовлено. И дорога эта вам уже заготовлена. Даже я больше скажу, от рождения кому-то заготовлена эта дорога. Вы просто следуете своему жизненному пути, своей линии судьбы. Все, вы должны переехать, вы переедете. А то, что вы боитесь, то, что вы переживаете, то, что вы прямо аж дергаетесь, да, ну что делать, оставлять, бросать, заново начинать. Начинайте заново, у вас все получится. И то, что вы заново начнете, будет гораздо лучше, чем то, что вы оставили. Поверьте, вы вспомните мои слова, вспомните мою отсыпку. Дальше, мои хорошие, здесь мне не очень нравится в семье какая-то ситуация. Ой, претензии, сплошные претензии. Вроде люди как в семье живут, но мира, гармонии в семье почему-то нет. Постоянные какие-то претензии. То ли вы претензии предъявляете к своим домочадцам, то ли к вам кто-то предъявляет претензии. Ну, то есть какая-то бесконечная суматоха у вас происходит. Очень много энергии уходит, очень много, и микроклимат в семье, он такой, знаете, гаденький стал. Это еще не сумерки, но уже как-то гаденько, так не по себе, мурашки ходят. Смотрите, у вас в доме что-то есть. И вот это что-то, оно очень сильно фонит.
И от этого негатив идет, от этого идет злоба, плаксивость, агрессия тоже идет. Я бы вам советовала вот прям выбрать так день, чтобы посвятить, и прям генеральную уборку, чтобы все, понимаете, все, каждый уголочек, каждый там закуточек, под плинтус, на лампу, там на самый высокий шкаф, чтобы вы везде убрались. Вот везде заглянули и везде убрались. Я не могу сказать, что это, но это какой-то предмет, либо какая-то вещь. Она не ваша. Вы сразу поймете, это не мое. Вы этого не покупали, вы этого не приобретали, вы это в дом не приносили. Вот есть что-то в вашем доме, что очень сильно фонит. И если вы проведете эту уборку, вас ждут 3 прекраснейших месяца лета в любви, в гармонии, в прекрасных взаимоотношениях, в мире и в дружбе. Вот не поленитесь, выберите день, вот в ближайшее даже время выберите день и наведите порядок. Понятно, что генеральные уборки это ужасно, даже звучит ужасно. Я как женщина вас прекрасно понимаю, но это нужно для вас, для вашей семьи, для ваших близких, чтобы все у вас было замечательно. Смотрите, если вы это сделаете, у вас и настроение хорошее будет, и у вас такие замечательные, теплые, солнечные дни пойдут. Даже если за окном будет дождь, вы все равно будете чувствовать себя счастливым человеком, и вот прям вам будет казаться, что на вас светит солнце. Вот вплоть до такого. И детки поспокойнее в доме станут, и более послушными станут, и с партнером вашим все наладится, и с родственниками все наладится, по здоровью все наладится. Поэтому, пожалуйста, да, выберите время, это нужно сделать. Вот прям в самые кратчайшие сроки. Вот берите и делайте. Чем раньше сделаете, тем будет лучше. Дальше, мои хорошие, здесь у меня человек репку тянет. Ну, это замечательно. Репка – это самое оно. Нам не показали, какого размера репка, но ботва у нее достаточно большая. Ну, вот видите, вот человечек, он тянет из земли, пытается эту ботву вытянуть, эту репку он пытается. Ну, да, будут результаты. Но хочу предупредить, чтобы результаты пошли, нужно будет немножечко попахать. У кого-то отыграется, что нужно будет первые вот где-то, дней там, месяц-полтора усердно поработать, а потом уже получать свои результаты. А у кого-то отыграется ситуация, что вы молодчиночка, вы работаете, вы прекрасный человечек, работящий, но кто-то может немножечко как зажилить ваши результаты, да, и придется немножечко вот с этим человеком пободаться, потолкаться и все-таки свой результат вытащить. Но все делайте правильно. Вот что касается работы, что касается вашего там увлечения, хобби, кто чем занимается. Кто-то, может быть, помидорки выращивает, а кто-то бизнес ведет, там программы пишет. Все это даст замечательные результаты, все будет. Дальше, мои хорошие, кому-то идет совершенно новая работа. Эта новая работа, она, для вас это как в космос, да, как космонавтом стать. Но вы же не космонавт, нет. А вот эта работа, это вот как работа космонавта. Что-то невероятное, новое, странное, даже, может быть, в каком-то моменте пугающее. Абсолютно новая работа. И вам так понравится, вы найдете себя. Именно на той работе вы найдете себя, поймете, что да, вот наконец-таки я на своем месте, мне все нравится. Вы с таким большим азартом, удовольствием начнете обучаться, потом начнете работать, а результаты пойдут, так вас вообще не остановить. Вы будете вот просто самым счастливым человеком. Замечательная работа идет, и вам ее будут предлагать. Тут, знаете, человечек постарше, чем вы, так причем конкретно. И вот именно вас выберет. Вот вроде как много соискателей, много там конкурентов, там людей, которые подают аппликации, да, хотят эту работу, а человек именно вас выберет. Вот вы этому человеку как-то вот прям по сердцу придетесь. И будет вам этот человечек еще, кстати, помогать. Дальше идем, мои хорошие. Здесь у кого-то идет очень важное знакомство. Причем тут не одно знакомство. У одних вот отыграется знакомство с очень умным человеком. Человек может быть и доктор, и юрист, и какой-нибудь там мастер золотые ручки. У этого человека очень хорошее, доброе сердце и острый ум. Вот этот человек будет даже вам чем-то помогать. Кому-то будет помогать делами, кому-то советами. Очень хорошее такое знакомство, замечательное даже, я бы сказала. Это дружба, это
взаимопомощь, поддержка и прочее, прочее. У девочек у меня здесь, мне очень нравится, здесь к вам кавалеры тянутся. Сразу два. Ну, это не значит, что они сразу два во времени появятся. Может быть, один позже, другой там раньше, да, либо наоборот. У кого-то прям и в один момент могут появиться. Либо одномоментно как бы вы окажетесь дамой с двумя кавалерами. Смотрите, один прям такой весь из себя, такой весь наглый, активный, за словом в карман не полезет, такой весь, знаете, как на амбразуру, да, с открытой грудью. А вот второй человек более спокойный, сдержанный, уравновешенный, скромный. Вот. И вот две такие противоположности будут уделять вам внимание, будут за вами ухаживать. И вы будете выбирать. Кого вы выберете, я не знаю. Тут нам песочек ничего не говорит. Говорит лишь только, что два человека за вами ухаживают. Так что, мои хорошие девочки, готовьтесь. Мало того, здесь вот еще какой-то вот возвращенец вышел с такой дохленькой рыбкой. Рыбка такая вот, во-первых, очень маленькая, видите, да? А во-вторых, она, ну, прям такая бедненькая, уже ее покрутила, жизнь покрутила. Но это возвращенец идет. Возвращенец, который придет и скажет: ой, вот я ходил, думал, а ведь я тебя люблю. А давай-ка мы там с тобой снова опять. Кстати, может и у мужчины отыграться, да, может какая-нибудь дамочка вернется, ваша бывшая, и будет вам опять предлагать эту вот маринованную рыбку. Ну, что сказать, человек все-таки отвернулся, да, вот все-таки, вот видите, фигурка спиной стоит. Я не думаю, что это хороший вариант. Ну, либо вы, знаете, вот посмотрите, скажете: боже, опять что, снова, да, на те же грабли? Не хочу, пожалуйста, проходите мимо, гражданин, либо гражданочка. Вот, ну, какой-то такой будет разговор. Но все равно, знаете, вам будет приятно. Вам будет приятно, что вас помнят, что к вам тянутся. Ну, конечно, это приятно. Вот, так что еще придется с какими-то бывшими пообщаться. Дальше, мои хорошие, кому-то вот прям конец лета готовит учебу. Я не могу сказать, может, меня смотрят студенты будущие, но почему конец лета именно идет? Какая-то учеба начнется, очень такая серьезная, ответственная, и вы прям так с головой в эту учебу. Будет сложно, сразу говорю, предупреждаю, честно говорю, будет сложно. И будут мысли: а зачем я это делаю, Господи, зачем это? Лучше мне, наверное, куда-нибудь свернуть. Не хочу, у меня не получится, я не справлюсь. Как только у вас такие мысли появятся, не знаю, ущипните себя, укусите за руку, попросите, чтобы вам пощечину дали, ща дали. Ни в коем случае не отказывайтесь от этой учебы, да, либо от этих курсов обучения. Вот что вам приходит по вашей судьбе. Вам эти курсы, либо эта учеба, она очень нужна. Она как воздух вам нужна. Вы это поймете, знаете, когда ближе к зиме вы поймете. То есть вот у нас поздняя осень и зима. Вот тогда вы себя похвалите. Вот тогда вы скажете: ну не зря я мучился, либо мучилась на этой учебе. Вот такой прекрасный результат. Я не могу сказать, в чем конкретно будет результат. Все-таки это не событие лета, песок нам это не показал. Но то, что вам от этого идет рок изобилия, это 100%. А рок изобилия, сами понимаете, это и предложения выгодные, это и возможности, и денежка, ну вот со всеми вытекающими. Так что будет сложно, но вы держитесь и ни в коем случае не отказывайтесь. Это очень важно. Так, мои хорошие, возвращаемся мы к семье. Вот подходим прямо к серединке. Здесь два человечка, как два муравья, начинают что-то вот прям метать, делать, строить, носить, собирать, в одну кучку складывают. Молодцы. Вот такая прям дружная пара. Вместе будут стараться, то есть два партнера, мужчина и женщина, будут стараться созидать, пополнять бюджет и дом, и всякими нужными полезными вещами. Вот прям будут работать все лето, как муравьишки, туда-сюда, туда-сюда. Тяжести таскать. Кстати, может быть, кто-то из вас будет дом строить, да, либо переезжать куда-то, мебель носить и прочее, там, либо покупать обновки для своего дома. Вы молодцы, берегите друг друга.
Я вижу, что ваш брак, он непростой на самом деле, но вы оба умнички, вы друг за друга держитесь и держитесь дальше. Да, много в мире гадостей и, извините, дерьма, но вы друг друга нашли, вы друг друга принимаете, понимаете. Так держать, мои хорошие. То, что где-то кто-то кому-то там не говорит комплиментов, либо там не тёмает, не обнимает, это же, понимаете, это же не значит, что не любит. Это абсолютно ничего не значит. Все равно вы хорошая пара, вы не должны ни в коем случае в друг друге сомневаться и продолжать вот как вы идете по жизни вдвоем. Вы очень хорошие. Замечательные люди, вам и Боженька помогает. Вот смотрите, вижу еще я историю про женщину, у которой ребеночка нет. Женщина очень хочет, а ребеночка все нет и нет, нет и нет, нет и нет. Моя хорошая, самый конец лета, самый. Тут либо беременность придет, либо придет помощь. Знаете, как лечение может быть какое-то, либо кто-то вас возьмет на какую-то процедуру, может быть, да, вот тут прямо у вас самый конец лета. Вот тогда у вас приятные такие моменты пойдут, и настроение у вас улучшится, и прочее. Я хочу дать вам совет. Не зацикливайтесь вы на этом деле. Понимаю, что это ваша болька, понимаю, что вы очень хотите, я вижу, я сама мама, я все это прекрасно понимаю. И ребенка я своего родила, уже мне было 33 года. Вот, так что я все понимаю, все вижу, но, моя хорошая, вот так вот жить этой мыслью, ну вы же себя уже истощили, уже скоро дырочки у вас на ауре пойдут, ну зачем? Живите, наслаждайтесь жизнью, занимайтесь собой, постарайтесь стать счастливой. Вот ваше счастье, оно даст вам хорошее здоровье, наполненность даст. И видите, как вас не оставляют, вас в центре мне показали, значит все будет. Это судьба, это судьбоносный момент. Он у вас наступит в самый конец лета. Не знаю, там последние дни, можно сказать, лета, да, уходящего лета. Вот. Так что отпустите эту ситуацию, наслаждайтесь. Вот у вас, смотрите, сколько праздника, столько веселья, столько света у вас в этом году летом будет происходить в жизни. Так что не надо уходить с головой в печальку. Так, еще хочу сказать для тех, у кого, не знаю, то ли какие-то операции запланированные, то ли какое-то вмешательство, процедуры, что-то такое связано с иголками, ножами. К сожалению, а может быть и к радости, у вас этим летом, вот именно летом, конкретно летом, ничего такого не будет. Даже если вы планировали, наверное, скорее всего, будет переноситься. Это не лучшее время, да, не лучший момент для того, чтобы проводить. Ну, мы не считаем там каких-то прям экстренных, да, которые там по особым показаниям. Мы говорим в целом. Если вы хотели, если вы там планировали, если вы собирались, если вам там назначали с оговоркой, например, да, что можно сделать сейчас, можно сделать потом, я вижу, что вы летом ничего делать не будете. И в принципе это правильно. Это неблагоприятное время для того, чтобы проводить какие-то вот вмешательства. Вот лучше этого по возможности избежать. И я не вижу, чтобы у вас летом по здоровью какие-то прям приступы, либо какие-то неприятные моменты были. Ну, все как всегда. Знаете, как вот человек может там и простыть, и там или аллергия может пойти, там отравление может быть. Но вот прям острых моментов по здоровью я не вижу. Вот, так что не переживайте. И если есть возможность, живите, наслаждайтесь жизнью. А вот не думайте вы про эти операции, все равно будет замечательно. Так, еще про детей я, да, не сказала про детей. Ну, тут дети особо не вышли, тут вышли они только в составе семьи. Дети рядом, с детьми все хорошо. Единственное, что вот кому-то хочу предупредить, вернее, кого-то хочу предупредить, что не стоит оставлять, либо отправлять детей к малознакомым людям, что ли. Ну, как будто бы вы в другую семью отправляете своих детей. Может быть, на отдых, может быть. Но это и речь не идет там от бабушках и дедушках, там, о тетях, дядях. Это вообще очень похоже на каких-то посторонних людей. Вот. А если уж так случилось, если нет другой возможности, ну, допустим, да, вы там отправляете в лагерь или еще куда-то, обязательно ребенку своему дайте там телефон, либо запишите номер телефона, чтобы была возможность с вами выйти на связь, созвониться и, например, поговорить.
Там, я честно вам скажу, я не хочу вас расстраивать, но лучше такие моменты держать под контролем. Там люди могут, ну, халатно относиться к вашему ребенку. Понимаете, там не смотреть, не следить, там, либо как-то пренебрежительно даже могут относиться. То есть, если есть возможность там отправить к бабушке, либо отправить куда-то там где-то в лагерь, лучше, конечно, отправлять к бабушке. Вот, потому что чужие люди, они все-таки чужие. Там никто не будет за ребенком прям так тщательно смотреть. Ну, вот такое предупреждение вышло. Мои хорошие, у вас вот все лето идет, видите, под защитой. Вот смотрите на этот знак, видите? Вот такой у нас ангел, который крылья расставил. И опять же на крест тоже похоже. Защищает. Защищает семью, защищает людей, помогает, отводит, направляет, перенаправляет. То есть столкнетесь вы этим летом с таким моментом, когда вам, ну, как дорожку указывают, да, либо вас подталкивают, либо где-то вас придерживают. Но это все во благо. Защита во благо, в помощь. Все замечательно. Лето у вас хорошее, доброе, светлое и теплое. Мои милые, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.